Чао а тутти! Всем доброго, хорошего дня или вечера. Сейчас вы видите сардинское, маделининское раннее утро, которое нас призвало в дорогу, в Темпио, в эту горную столицу Сардинии, о которой не так давно во влоге я рассказывала, потому что там на 97-м году своей жизни в состоянии сна ушла в мир иной наша тетя. И хотелось бы с вами поделиться мыслями, что люди, прожившие столь долгую жизнь, которым был дарован такой путь, вероятно, смогли хорошо понять ее законы. Нам очень полезно было бы изучить их опыт. Не ради меркантильных целей продлить свою жизнь. Ведь это надо же еще выстоять во все жизненные бури, не устать от этого мира, не посчитать людей злыми, агрессивными, а сохранять такую жизненную стойкость, такую жизненную позицию, когда ты живешь, радуешься. И, пожалуй, в этом главный смысл, главный секрет жизни. Как в том мультике «Душа», если кто-то смотрел, что кто-то рождается с каким-то талантом, какой-то искрой, что обязательно ее надо искать, отчаянно пытаться биться, изводить себя вопросами, к чему я годен в этом мире, мое это не мое. А можно просто жить, смотреть вот такой зеленый листочек и просто радоваться, что ты есть, что ты это видишь, что каждый день тебя ждут новые открытия. Заниматься любимыми делами профессионально. Открываешь глаза и настраиваешься на какое-то новое позитивное знание. Приятное маленькое открытие, например, что это не груша. Присматриваешься к этому миру, смотря не только в упор по сторонам и в небо, но еще и под ноги, то увидишь, что это грецкий орех. И наша тетя, я бы сказала, умела открывать людям глаза на прекрасное. Она была преподавателем истории искусств в школе. Сейчас поясню на примере вот этого отеля в горах. Вот посмотрите на этот деревянный маленький домик. Совсем необходимым, с чистейшим горным воздухом. Но здесь живет кто-то очень редко, потому что туристы предпочитают город, кафешки, магазины, рынки. Я тоже часто вижу такие запросы от туристов. Я еще не работаю в этом бизнесе, но мне интересно. Так вот, все хотят, конечно, максимального комфорта. Но, погнавшись за комфортом, погнавшись за разрекламированными местами, куда хотят все, можно пропустить что-то важное. Что-то поистине оригинальное. Вот смотрите, здесь даже зонтик пляжный есть. Можно не увидеть этого шиповника и не удивиться, что он тоже есть на Сардинии. Можно увидеть город, но не увидеть его панораму. Так вот, наша тетя всегда знала, что надо идти дальше. Смотреть лучше, смотреть глубже. И выбирать сердцем. Я бы назвала ее человеком полностью свободным, потому что она объездила почти весь мир. И ни на какой стране она не зацикливалась, не была слишком привязана. Всегда давала себе вот эту важную свободу выбора. И к ней часто люди приходили за советом, наверное, потому что я никогда не слышала, чтобы она лезла в чужую жизнь, навязывала кому-то свои советы, давала их только, когда спросят. И я даже никогда не слышала, чтобы она о ком-то говорила плохо. И я считаю, что это очень важный жизненный момент, когда человек раскрывает себя и живет настолько полной жизнью, что его абсолютно не интересует чужая жизнь, какие-то сплетни, чужие секреты, чужие недовольства. Увлекаясь таким, можно пропускать свою жизнь. Наша тетя вела активный образ жизни, много ходила пешком. Однажды она от станции паромов дошла пешком до нашего дома. Как мне рассказывали, уже в преклонном возрасте она была. При том, что пешком до нас идти километров 10. При том, что дорогу не назовешь адаптированной для пеших прогулок. Что она одна уехала в Рим и сделала себе там необходимую операцию по улучшению зрения. Там бедняжка со ступеньки упала, отлежала в больнице. И рассказала все это о своих таких приключениях нехороших только после того, как вернулась домой. Все родственники были в шоке. И у меня возникают мысли, что часто человек жалуется на здоровье, внутри сам себя чем-то запугивает, что может себя чувствовать хуже. Я думаю, все мы иногда из этого разряда. При том, что это нам не врач сказал. Мы даже иногда сами не знаем толком, что с нами. Может быть и ничего, просто усталость. А может быть, вообще стоит подвигаться? А может быть, вообще стоит заняться спортом? Потому что я часто сейчас слышу, что спорт помогает не только от стресса избавиться, сохранить молодость тела, но и молодость разума. Движение нам помогает. И вот оказалось, что наша тетя сделала себе такую операцию в 70 лет. Я до этого думала, что она была молодая. Кстати, вы видите вот такой упоительный пейзаж. Такая прекрасная терраса для завтрака. Да и для заката тоже прекрасно. С рыжим котом на фоне. И номер, кстати, в шале стоит 60 евро за ночь. Это не так дорого. А вот в городе, несмотря на то, что вроде бы сезон моря, город горный, но гостиницы, отели, апартаменты все были там переполнены. И я, когда увидела это место, очень ему порадовалась. Здесь зелено, свежо, уютно. Я бы сказала, что на денек, на два, чтобы остановиться посмотреть город.
вполне здорово. А это такие лохматые плоды каштана. Попрощаемся с котом и с отелем. И часто у пожилых людей, которые сохраняли активный образ жизни на протяжении долгих лет, в старости, может быть, возникает проблема принятия собственной слабости, что нужно просить помощь у баданта, чтобы встать. И так наша тетя несколько раз падала, и причиной смерти стала не деменция, не болезнь, а ушиб после сильного падения, после которого она не смогла оправиться. Кстати, это таблица калорий, которая всегда висела у нее на кухне. Она, я бы сказала, была человеком баланса. И это для нас, для всех, очень такое важное послание, потому что жизнь таких людей, долгожителей, она нам дана как послание. Что вот, например, смотреть мир – это классно, это здорово. Не привязываться к какому-то одному месту. Ну, естественно, не говорю о тех местах, где мы родились. А стараться увидеть разные уголки мира. Заглянуть дальше, увидеть больше. Я не помню, чтобы она когда-то выделяла какую-то одну страну. Кстати, это ее коллекция колокольчиков из путешествий. Для нее, мне кажется, были все уголки мира красивые, что не спросишь, белло. Все люди, она бы сказала, разные. Не говорила, что вот эти плохие, эти хорошие, не делила людей на чужих своих. И это тоже очень здорово, очень классно. Она была гражданкой мира. Вот соблюдала этот баланс. В еде никогда старалась не переедать. Очень за этим следила. И даже в разговорах с людьми соблюдала баланс. Всегда бережливо относилась к своему и к чужому времени. И когда видела, что кто-то кому-то подседает сильно на уши, говорила: так, давайте закрываем тему. И вот посмотрите на такую картину. Сейчас расскажу интересную историю с ней связанную. Автор ее сардинский художник, фамилия которого Спада. При жизни он не мог никак прославиться, много пил, что, конечно, вероятно, мешало ему прославиться еще больше, потому что это больше депрессия, чем утешение. И однозначно ступор, а не решение проблемы, да еще и проблемы со здоровьем. Это, конечно, хорошо бы нам, как говорят, знать заранее, но не все, к сожалению, это успевают понять вовремя. А ведь чем быстрее, тем лучше. И наша тетя, видимо, она же преподаватель искусств, разглядела талант в этом парне, в этом мужчине. Его поддерживала. Даже дома картину повесила, что значило для нее много. Это как хороший учитель не убивает талант в ученике, критикуя его, а пытается мотивировать, помочь. И представляете, этот художник стал известным. Но, к сожалению, после смерти. Так как алкоголь сильно загубил его здоровье, это такая тоже поучительная история для тех, кто в отчаянии тянется к бутылке, что звездный час, он вполне реален, и он будет. Вот только главное, чтобы ты был, чтобы ты не растратил себя, свое здоровье, свои деньги бездарно, а идти пусть даже маленькими шажками к своей цели. Мало кто из нас получает все и сразу. Види спьячи, мне жаль, конечно, что я не успела сделать видеоинтервью с тетей, так как она не всегда хорошо себя чувствовала последние 2 года, и я посчитала важным рассказать о ней в этом видео. Она одобряла мою идею вести канал на ютубе, всегда меня поддерживала, и хоть я знала ее не так долго, но вынесла для себя 3 истины за подаренную встречу с таким человеком. И главный закон, друзья, все должно быть в меру. Во всем должна быть золотая середина. В еде, в разговорах, в привязанностях. Больше внимания движению, меньше внимания застою. Будем свободными от всяческих навязанных стереотипов, что кто-то хороший, кто-то плохой. Люди везде, они люди. Наша тетя никогда не была замужем, и детей у нее не было. Как бы мы, женщины, сказали, лучше быть одной, чем с кем попало. Это в шутку говоря, конечно. С племянниками, кстати, она не делилась тайнами своей личной жизни. Ничего не рассказывала. Я хотела было спросить, но мне кажется, о таких вещах человек должен рассказать сам. Если захочет. Просто если начать спрашивать о таком, то человек может быть сконфужен. Ты увидишь его реакцию и тоже почувствуешь себя неловко. И соблюдению такого такта, можно сказать, я научилась и у нее тоже. В разговоре со мной она никогда не касалась каких-то личных болезненных тем, а всегда начинала с тем, которые для меня актуальны. Хвалила мои успехи в итальянском. Всегда интересовалась, как дела на ютубе. И искренне радовалась тем темам, когда я говорила о чем-то национальном сардинском, об экологии, о воспитании, о местных животных и насекомых, об истории острова. Шутила, что YouTube сразу должен платить всем тем, кто говорит с людьми на такие темы. И она всегда, как рассказывает муж, находила какие-то особые места, которые, может быть, не знали даже местные. Так в Риме, таком большом, вечном и известном городе, она показала своему племяннику такой панорамный уголок. Это была крыша какого-то дома, где Рим предстал во всей красе. Но моего мужа тогда интересовала больше бабочка,
которая уселась рядом с ним, и он так хотел разглядеть ее, понять, что это за вид, что нам уже дают представление о ребенке, как, возможно, о будущем биологе. И так случилось. Он сказал, что тетя тогда в шутку его так поругала. Сказала, когда еще он увидит такое прекрасное место. Она ему рассказывает, а он свое внимание направляет не туда, на какую-то бабочку. Но, как мы уже знаем из будущего, как казалось, туда. Ведь важно следовать зову собственного сердца. Вырос не архитектор, не историк, не преподаватель искусств, а биолог. И вот в ближайшем своем сюжете буду вам рассказывать о таких секретных местах, непопулярных у туристов, потому что они о них не знают, и если попадают туда, то случайно. Либо же по совету местных. Я бы тоже сказала, это один из тех важных жизненных законов, постигнутых людьми. И я думаю, это продлевает жизнь человека, действительно дает ему больше потенциала, силы, радости жизни. Умение смотреть на мир не шаблонно, искать какие-то секретные, интересные места. Так жизнь, пожалуй, и богаче, и разнообразнее, привлекательнее для всех нас выглядит. И хорошо бы учить этому с детства. Делать чудесные открытия каждый день. Соблюдать меру во всем. Почувствовал, что наелся, значит, пора вставать из-за стола. Не хочешь доедать, не надо. На Сардинии, кстати, они могут оставить, допустим, 2 равиолки. Едят какой-то шашлычок, оставят пару кусочков, может быть. Тем самым это тоже такая классная дисциплина. Не доел сейчас, а вот когда ты проголодаешься, вернешься, доешь потом. Наша тетя тоже так говорила, что не хочешь, ну и ничего страшного, не надо заставлять. И в разговорах соблюдать меру, стараться не надоедать людям. У всех должно быть свое время на личные дела, на свое пространство, которое хорошо бы нам уважать. Если мы этого не делаем, то иногда потом удивляемся, почему нам человек грубит. Потому что есть такое слово, как эмпатия. То есть поставить себя на место другого. То есть если я буду бесконечно ныть, рассказывать про свои проблемы, или без конца человека допрашивать о его личной жизни, пытаться настоятельно узнать, скажем, моменты, которыми лучше, чтобы он поделился сам, то какое отношение я к себе вызову? Если я на месте его, то мне бы понравилось такое. И сохраняем жизненную активность, насколько это возможно. А вот когда уже невозможно, когда уже пришел некий порог, то можно дать себе возможность сесть на скамеечку, на уютное креслице, наблюдать жизнь и делиться своим опытом с теми, кто в этом нуждается и нас спросит. И, на мой взгляд, не обязательно оставить след в истории, став кем-то великим, каким-то актером, музыкантом, художником. А более важно то, как ты прожил свою жизнь. Все ли ты сделал, что хотел? Как-то я переводила с итальянского текст. Я не знаю, чей он, это есть в моих коротких видео, но мне очень понравились слова. «Живи, ошибайся, ищи, снова ошибайся. И оставь этот мир только тогда, когда полностью прошел свой путь, реализовал все, что хотел. А если еще не реализовал или даже не понял, чего хотел, значит, нужно продолжать искать, и неважно в каком возрасте». И как учитель, и она была учителем, я бы добавила, как в песне группы «Город 312». Если помните, поется «Я для тебя останусь светом». Так вот, она, наша тетя, для меня осталась светом. И чтобы наша жизнь была светлой, лучезарной, пожалуй, стоит быть ближе к таким людям, которые нас согревают, которые дают нам полезные жизненные уроки, чтобы мы тоже познали и приняли этот опыт и могли его передать другим поколениям для сохранения мира на Земле, в нашей собственной голове и в нашей душе. На сегодня у меня все. Друзья, с вами была Ольга и мама Мия, красотка Сардиния. Берегите себя. До новых встреч. Чао!